Представьте себе жизнь без насилия, войн и боли. Возможно ли такое? Это Курманбек. Полгода назад его схватили сотрудники правоохранительных органов. В отделении милиции он подвергся пыткам, его душили пакетом, били ногами, руками. Целью пыток было заставить его взять на себя преступление по краже телефонов, чего он не делал. Жертва пыток. Вот кем он стал. Что такое пытки? Пытки – это умышленное причинение психических или физических страданий должностным лицом с определенной целью. Самой распространенной целью является получение признательных показаний. Нередко пытки сопровождаются незаконным задержанием. Родные жертв никак не оповещаются о его задержании, человеку отказывают в доступе к адвокату по своему выбору и отказывают в независимой медицинской помощи. Самыми распространенными методами пыток, согласно докладу Национального центра по предотвращению пыток за 2015 год, является избиение руками и ногами, психологическое давление, словесное унижение, избиение различными предметами, удушение пакетом. Почему у нас до сих пор пытают людей? Не все сотрудники милиции компетентны в раскрытии преступлений. Метод, которым оценивают эффективность их работы, так называемая процентовка раскрываемости преступлений, устарел и незаконен. Эта процентовка толкает милиционеров раскрывать много дел в сжатые сроки. Также в судах до сих пор выносят обвинительные решения, основываясь только на признательных показаниях человека. Хотя по закону признание лица не является основным доказательством вины. И, конечно, безнаказанность сотрудников правоохранительных органов за применение пыток являются большим основанием существования пыток по сей день. Статья «Пытка» была введена в Уголовный кодекс Кыргызской Республики в 2003 году. До сих пор вышло только 5 обвинительных приговоров по пыткам, которые вступили в силу. Статья 22 Конституции Кыргызской Республики гласит: «Никто не может подвергаться пыткам и другим бесчеловечным, жестоким или унижающим достоинство видам обращения или наказания». Но, несмотря на это, ежегодно в органы прокуратуры обращаются сотни людей с жалобами на пытки и жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинства виды обращения или наказания. Так, в 2016 году к ним обратились 435 человек. Из них только в 33 случаях были возбуждены уголовные дела, а остальным было отказано. И эта тенденция сохраняется уже годами. Органы прокуратуры отказывают в возбуждении уголовного дела в 9 из 10 обращений. Что же происходит с человеком, который подвергся пыткам? Помимо физической боли, человек получает сильное психическое страдание, которое может буквально разрывать тело на части. Человек корчится и кричит от этой боли. Во время пыток человек ощущает исключительную угрозу для своей жизни. После пыток человек может воспринимать будущее в ограниченной перспективе, без надежды на карьеру, брак, детей или даже нормальную продолжительность жизни. Если человек вступает на государственную территорию, то ответственность за его жизнь и здоровье берет на себя государство. Это означает, что если вас в стенах ИВС, СИЗО, психиатрической больницы пытали должностные лица, то государство должно приложить все усилия для того, чтобы тщательно расследовать такой случай, наказать виновных, полностью реабилитировать жертву. В свою очередь, жертва также должна своевременно обратиться к врачам, зафиксировать физические и психические следы пыток по Стамбульскому протоколу, при возможности нанять адвоката, написать заявление в прокуратуру, а также обратиться к правозащитникам. Горячая линия Национального центра по предупреждению пыток 0554 999 222.